Что же до лекарственного обеспечения, то и тут поводов для паники нет. Коми обеспечена препаратами для льготников на 5 месяцев. Мало того, на закупку медикаментов Минздраву выделен почти миллиард рублей. 60% средств уже освоено, контракты заключены, ожидаются поставки. Остальные 40% в скором времени также будут потрачены на закупку лекарств. Тема стала центральной на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения в Госсовете Коми. Елена Кононова о том, есть ли риски сбоя поставок импортных лекарств. Заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения в Госсовете собрали экстренно. Изначально планировали встретиться только в июне. Но в свете последних событий на политической арене стало понятно, откладывать нельзя. Тем более, что и жалобы от людей стали поступать. Часть пациентов с хроническими заболеваниями не могут купить некоторые лекарства. Первое – это, конечно же, сахарный диабет, он у нас у всех на слуху. Это все сахаропонижающие препараты, это метформин, это даже инсулины, которые, в общем-то, жизненно необходимы для пациентов, болеющих сахарным диабетом. Второй препарат, который можно было отнести, это к группе, наверное, снижения артериального давления. Противовирусные препараты, они на сегодняшний день тоже у нас актуальны в связи с, так скажем, ковидным заболеванием. Поэтому к сожалению, эти проблемы с поставкой таких препаратов, они есть. Дефицит действительно есть. 600 позиций, отстроченных рецептов от 4 до 15 тысяч. Впрочем, Минздраве региона успокаивает. На закупку лекарств выделен почти миллиард рублей. На более чем 600 миллионов уже заключены контракты по поставке препаратов. На оставшуюся сумму объявлены торги. Если они будут успешны, то лекарства скоро появятся. Нами было направлено письмо поставщикам о том, что мы просим разъяснить, какие есть риски в ближайшее время в связи с политической ситуацией, чтобы нам понимать, какие препараты возможно иметь в наличии в запасе, да, либо еще какие-то вопросы. Нам поставщики трое ответили, что все хорошо, никаких проблем у нас не будет. Логистика возобновится не сразу, а в пределах месяца логистика возобновится и все будет по-прежнему. Санкций бояться нечего. Большая часть заводов по изготовлению медицинских препаратов находится на территории России. Правда, сырье используют в том числе зарубежное, но львиную долю завозят из дружественных стран – Китая и Индии. Тем не менее, есть импортные лекарства, которые невозможно заменить отечественными. Таких для наших пациентов только 7 позиций. И на эти препараты Минздрав России уже заключил контракты, уверяют в республиканском ведомстве. Все бы ничего, но сегодня есть еще одна проблема, которую создают сами же жители республики. Многие бросились закупать пилюли впрок, а, как известно, повышение спроса провоцирует рост цен и временный дефицит. Действительно, у нас есть случаи, когда обращаются граждане и утверждают, что на какие-то отдельные позиции препаратов, таких как Димексид, который раньше стоил около 100 рублей, сегодня его цена порядка 400 рублей идет. Это, конечно, тоже неправильно, но я так полагаю, что эта решаемая проблема должна решаться на уровне, так сказать, федеральном, субъекта. И, в принципе, здесь нужно применять какие-то общие меры для того, чтобы как-то остановить это все. Сегодня республика обеспечена льготными лекарствами на 5 месяцев вперед. Минздрав рассчитывает получить на их закупку дополнительно из республиканской казны еще 600 миллионов рублей. Минфин Коми свое согласие пока не дал. Но, как отмечают депутаты, на апрельской сессии вопрос в обязательном порядке будет поднят. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.